բարեկամներ, հարազատներ, սգո միտինգի մասնակիցներ։ Այսօր լրանում է 98-րդ տարեդարձը այն իրադարձությունների, որոնք որ կատարվեցին 1915 թվականին։ Չնայած թուրքերի Սուլթան Համիդի սկսած հայասպան քաղաքականությունը սկսվել էր դեռևս 1896 թվականից, սակայն նրա ճակերտավոր արժանի ժառանգորդները եղան երիտ թուրքերը։ 1893-ից շատ մեծ եղավ հետևանքները։ Հարգելի բարեկամներ, եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։ Давайте минутой молчания почтим память жертвам геноцида 1915 года. Այս ցավը մերն է, ծնկեք իմ հայեր, վանք առ վանք խնկեք աշխարհում համայն։ Հայոց հարցը, որ տանջում է բոլորիս, նույնքան հին է, որքան ինքը հայազգը։ Մեծ եղերդից անցել է 98 տարի, սակայն նրա թողած վերքերն ու ցավերն այնքան խորն են, որ սերունդեսերունդ երբեք չի մոռացվում ու չի մոռացվի։ Արյունահեղություններից հետո այն ժամանակվա մտավորականները սարսուռով էին հիշում ու գրում կատարվածի մասին։ Ֆրանսիական հրապարակախոս Անրի Բարբին անձամբ շրջել էր Արևմտյան Հայաստանում և 1916 թվականին գրել էր, թե ամայացած անսահման տարածությունների վրա չկա ոչ մի ծառ, ոչ մի ժայռ, մամուռի ոչ մի ծվեն, որ վկա եղած չլինի մարդկային կոտորածի։ Չկա ոչ մի անդունդ, ոչ մի կիրճ, որ դարձած չլինի բացօթյա դագաղ, որի խոր հատակին ջերմակին չտան կմախների կույտերը։ Ծաղկուն ծառի ու մատյանից հայ մեհդու ամենավառ էջը հատեց։ Ալան, թալան, կեր յաթաղան, ված աչքերով, յաթաղանից տուժած ամբուշ վերքեր, ով մորանա, դու տանքով, ով կորանա։ Որ չվելով բնազդաբար ետ էր բերում գիշերն ի լույս և օրն ի բում, և նրա շեն ականջն էր բույն, մերժված սրտի խուլ մրմունք։ Сегодня во всем мире каждой армянской семье горит свеча. Сегодня, где бы ни находился армянин, он помнит об этом и скорбит. Вместе. И с тех пор мы все задачи решали вместе. И мы сегодня благодарны русскому народу. Мы сегодня благодарны России за то отношение, которое сегодня есть. Мы благодарны руководителям, который, как говорится, давно с нами, Николай Дмитриевич Уткин наш посетил, большой быть о том,
что мы обязаны всегда быть братьями. Добрый день, достаточно скорбный день, но учит нас тому, что память историческая, она должна беречь мир, добрососедство и хорошие отношения между народами. Во всем мире сегодня вспоминают геноцид армян, то преступление, оправдание которого никогда не будет дано. 1,5 миллиона жизней унесено только потому, что у людей была какая-то национальность, не та, которая нравилась другим. Пусть память об этом событии всегда будет охраной, оберегать нас от национальных конфликтов. И всем известно, что у России самые лучшие отношения с Арменией из стран СНГ на территории Кавказа. Особые отношения наши страны связывают. И еще раз в этот скорбный день хочется выразить слова сожаления и скорби о тех событиях, которые происходили много-много лет назад. И хочется быть уверенными, что ничего подобного или близко к подобному никогда не повторится. Что вновь так достаточно много людей собралось. Я думаю, если не будет Николая Александровича, то вас будет меньше. Как я заметил по работе вашей диаспоры, которая была очень активной, всегда была в передовиках, а в последнее время, встречаясь с диаспорой, могу отметить, что ослабели вы. Что касается сегодняшнего дня, примите мои соболезнования. Вашей диаспоры видел о том, как вы заботитесь о тех детях, которые являются истинными продолжателями вашего рода. И действительно, вот те люди, которые здесь оставили глубокий след, могу еще продолжить то, что не сказал Хачатурян, и того же Мирзоева, и многих других, которые действительно воплощали вот те идеи, которые сегодня и технически, и политически. Дорогие сограждане, братья, мы сегодня все скорбим вместе с вами. Весь мир скорбит. Этот день останется в памяти всех. Невинно убитые люди, миллионы, 1,5 миллиона погибло. И то, что сегодня Россия вместе с вами отмечает эту скорбную дату, это говорит о том, что россияне и армяне, они навсегда вместе. Когда была беда у вас во время землетрясения, город Тольятти направил всего от города работало 708 человек в Армении в зоне землетрясения. Что могли, мы сделали. И та табличка, которая благодарность нашей работы висит на квартале в Ленинакане, что данные квартала построены строителями города Тольятти, мы гордимся этим. Это наша была лепта, помощь вашему горю. Говорить можно еще много. Еще раз примите соболезнования, низкий поклон вам, а мы будем верными друзьями вам. Финансирование, кто как мог. И я хочу сказать, что и сегодня не поздно. Точно через 2 месяца церковь будет готова к сдаче, а отдельно день мы сообщим дополнительно, потому что все это зависит от владыка Ерзрас, который в Москве определит этот день, и мы вам скажем. Так 90% уже сама церковь готова. И армянский культурный центр тоже. Постараемся в этом году сдать. Так что смотрите информацию, ждите приглашений, приходите. Я думаю, что это наш дом, в который будем все вместе всегда собираться и все остальное. Спасибо вам. Համերգին մուտքը ազատ է, ոչ միայն հրավիրում ենք, այլ հրավիրում ենք նաև մասնակցել։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում
Bravo.